Вернись на фонтан. Фонтан мешает со звуком жестко. Со звуком жестко мешает. Очень громко. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся на площади Орджоникидзе, и вместе со мной заместитель главы промышленного округа. И сегодня необычный день. Что сегодня произошло такое, что мы здесь стоим с вами? Сегодня произошло такое событие. У нас город Якутск. Ну, как знаете, у нас на территории управы промышленного округа есть паромные переправы. И будучи там находясь, мы встретили человека, который просто был на велосипеде с множествами обмундирования. И просто мы поинтересовались, кто такой человек. И оказался это путешественник, который уже в течение 5 лет выехал с Азербайджана и ездит по стране. И нам очень хотелось бы, чтобы, конечно, наш Якутск услышал про такого человека, что у нас бывает, такие люди приезжают незаметно, нигде себя не рекламируя. И вот к ним хотелось, чтобы вы с ним познакомились. Блин, а вот это он? Да, это вот этот человек. А как человека зовут? Рамиль. Рамиль, да? Рамиль. Рамиль Сиядов. Сиядов. Вот в таком виде мы его встретили. Конечно, внимание он просто не мог не привлечь. Здравствуйте. Здрасте. Какими судьбами нам? Познать мир, увидеть ваши красоты, ваши достопримечательности, вашу природу. Как вас зовут, чтобы, а то мне сказали Рамиль. Рамиль Зиядов. Мне сказали, что вы 5 лет уже Пути. идти, и самое интересное, что вы идти не просто так, а с какой-то целью, что-то. Обычно люди просто так путешествуют, а у вас какой-то даже. Ну, у меня цель амбициозна, так сказать. Я с детства мечтал увидеть мир и совместить сюда, рассказать. Я родом из Азербайджана. Проект дал такое имя даже. Педаем за будущее, за Азербайджаном. Еще раз как? За будущего, своим Азербайджаном. Мы же молодая республика, всем рассказываю о нашем культуре, истории. И заодно путешествую, знакомлюсь с людьми. Сколько стран вы уже проехали, и Россия, она как бы самая долгая страна, нет? Ну, я Россию назвал континентом, даже не страной. Насколько она огромная. Из Мурманска, Владивостока проходит вечность как будто. Она огромная. Я был в Южной Америке, чуточка Африка, Азия, всю Европу отколесил. Общим счетом где-то там. А страна, какие это страны? Ну, я общим счетом 32 страны проехал. Я проехал всю Шенген-зону. Ну ты бы назвал, Рамиль, какие? Испания, там Венгрия, Польша, Германия, Дания, потом Португалия, Греция, Италия, Турция, Египет, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Китай, Россия в общем полностью. Потом... А вы на велосипеде ездите? Ну, в детстве мы, по-моему, все ездили на велосипеде. Какой у вас был велосипед, к примеру? У меня начиная от школьника до салюта. Ну, в те времена они назывались. Это советская марка. Советские марки. А у вас, Рамиль, какой велосипед? Или точнее, какой по счету? О, я про него расскажу, он легенда. Его имя есть. Его звать Степной ветер. Он не велосипед, он живое. Это живое существо. Я с ним разговариваю. Иногда я бывает психологическим синдромом останавливаюсь, беседую, ободриваем друг друга. Так расскажите о нем, что здесь такого примечательного? Он чисто Сколько скоростей? рассчитан для туризма, общего туризма. Замешать багаж, усилен рама, усилен ободу.
спицы для туризма. Ну здесь я смотрю, спицы-то обыкновенные или Нет, хитрые? необыкновенные, они такие особенные для дальнего езды, они особого металла. Хорошо. У вас уже покрышки Нет, несмотря на этого, это особая покрышка. Это но не буду рекламировать фирму, он особенно хорошая резина. Хорошие. Да. Хорошо, а вот эти вот наши рюкзачки, это уже обязательно такая. Конечно, для дальнего расстояния там замешать груз. Видите, у меня там здесь сумочка, здесь. А можно одну из сумочек открыть, просто посмотреть? Ну, вот это А хотя может бы. там секретный материал? Нет, там. Посмотри. Просто интересно же. Например, здесь у меня находится. Сейчас посмотрим, что находится. Здесь. О, даже еда осталась. Показать, что он заставил. Еда, вот, даже еда остался. Консервы. Кружка, самое А что, главное. тушенка обязательно вот российская, да? Ну, я хожу в России. А если были в Испании, в Испании? Ну, конечно, я не буду же таскать себе, я же не машина или не там, или что там, не грузовик таскать все с собой. Вот это что такое? Это спальный мешок и мой любимый фотоаппарат, который я снимаю весь мир, показывает людям. А нельзя показать фотоаппарат? Может быть это есть какая-то? Нет, особенно Nikon. А, у вас даже подставка особенная, да? Прямо как у мотоцикла, да? То есть вы проехали 32 страны именно на этом велосипеде? Да, это мой легендарный степной ветер. Да? Да, я почему спрашиваю, потому что у нас многие велотуристы были. Какой фотоаппарат? Никон, да? И как? Нет, это путешественник, который есть по стране, И что вы можете сказать? Не сколько про фотоаппарат, а сколько про такое устройство, как фотоаппарат. Она позволяет вам запечатлеть то, что вы хотите? Конечно, я использую несколькими камерами. Я почему спросил, потому что сейчас рекламируют телефон. А почему не телефон? Вроде бы не надо... У меня спонсора нету, так скажу, да, я ничего не рекламирую. Поэтому я особенно о снаряжении, о своих гаджетах я не рассказываю. Это, как сказать, это мой секрет. Я для себя, да, беру качественные гаджеты, потому что не подвели в дороге. Потому что проверенные компании работают, так сказать, я. Вот мои сумки тоже особенно, они дорогие сумки такие, тоже. Я хотел почему спросить, раз у вас нет спонсора, вы рассказываете о Азербайджане, то как вам это удается? Это мне удалось так. Я по дороге научился готовить, стать поваром. Это как? Вот по дороге так. Проезжаешь разные страны. Ты кушаешь, смотришь. А, в смысле, заходишь проезжая Да, компания? да, кушаешь, анализируешь, пишешь, что за еда. Интересно же, я сам же гурман. Даже так. Да, я там подрабатываю там поваром. А, то есть приехал в страну, посмотрел немного, если Да. денег не хватает, подзаработал, Да, дальше поехал. да. Я правильно систему Да. понял? Но мне сказали, что... А вы вообще вот люди, которые где-то побывали, обычно рассказывают об этом. И говорят, Что? книгу какую-то пишете, нет? Я тебе книгу пишу, да, я свой дневник веду, как еду, какие люди, какие ситуации попадаю. Вот. Так, Заметил, у вас на руле еще что-то стоит, да? ну да, это часы, время смотреть, как раз московское время. Вы еще на якутский не переводили, да? Нет, я там смартфоном показывать там местное время. Да. Ну как сказать, Якутия, я из Азербайджана, мы туркоязычные народы, но Якутия тоже считается, как сказать, колыбель туркоязычных народов. Я вот хотел узнать, вот вы, в чем разница между Россией и теми странами? По-моему, разница есть такая разница. Разница есть
о природе. Ну, есть, да, есть нюансы, но я не буду это обсуждать, потому что я далеко не хочу лезть в политику и от такого, сравнить чего-то, кто-то хороший, кто-то плохой. А я не об этом, Нет, я о людях. мне И люди все гостеприимнее здесь. одинаково. Я люблю всех, я гражданин мира, получается, еще я. А вот жары не боишься? Что? А ты жары не боишься? Чего? Необходимо надевать. Мы южные люди, что? А вот как вы рассказываете об Азербайджане? Вот сегодня у вас Давай. Да, у нас очень прекрасная молодая страна. Мы Азербайджанская демократическая республика. В данный момент мы очень развиваемся. О культуре, о развитии, о истории, о промышленности, о экономике. Много туристов сейчас приезжают, даже советую приехать в Азербайджан, познать Азербайджан. Азербайджан сейчас не узнает, она такая молодая, красивая. Хорошо, сразу такой вопрос. Вы ехали на велосипеде, заехали как бы на границу с Якутией, Амурской области и так далее, да? Какова дорога в Азербайджане? Ну, еще раз, я не буду сравнивать, потому что я еще повторяю, Россия это континент, масштаб. Есть разница капля с озером. Ну, не будем сравнивать Азербайджан с Россией, например, да, вот, да, даже взять Алданский ваш район, 2-3 раза больше, чем Азербайджан. Вот. У нас масштабы маленькие, у нас дороги есть, хорошие дороги есть, но Ну, есть что-то родное это по дорогам? здесь, Да. вот скажу одно именно, как будто ощущение есть, как будто дома, знаешь, именно, я здесь приятно даже, знаешь, как будто я в колыбели именно. Хорошо, вы были у моря, да? Да, был, я в океане был. Да, и вот как человеку, который ездит сам, познает, да, море и река Лена, это несравнимые вещи. И давай сравниваем их. Воздух может другой, да? Нет. Ощущение, знаешь, именно, ну, я из бывшего Советского Союза, мы ознакомлены в учебных программах о природе России. Ну, не Россия, скажу, СССР. Но я тогда, вот как сказать, могущественный Лена. Его так имя, название было в книгах. Я сейчас увидел Лена, до парома дошел, да, мать Лена, так назвал его. Да, она, Наверное, столько воды, да? ну, есть могущество, чувствуется, знаешь, так смотришь, он так огромный такой, расширенный такой. Именно. Сравнением, я что проехал, наверное, самая большая река, да, в России, или как, или Волга? Лена, у нас всегда Лена, вы что? Какая Волга, да? Хотя, может, могут кто-то обидеться. Ну, на самом деле, еще хотелось бы несколько советов, да? Вот вы 32 страны, Россия это какая-то вторая или Нет. Нет, еще вчера он побывал у нас в экзотическом нашем месте, мерзотной, да? Да, это Мерзлота. В Вечной мерзлоте. Твои ощущения, скажите нам. Нет, мне тоже вот было очень интересно про Якутию, да, вот именно, проехать в Якутию. У нас же именно. лето сейчас, да, ну. Я смотрю документальный фильм, вот этот от вечной мерзлоты именно. Вот, копать землю, вот зашел туда, там на улице представляли жара, а там минус 6. Это, когда сравниваешь, так первый раз человек, может быть, это обычно явление, а для меня нет. Я начинаю сравнивать, что, как именно. Да, я всем советую, что беречь экологию, да, я почувствовал там побыл, да, вот это подземелье именно, вечный мерзлот. Если он подтает именно, наверное, нам будем плыть в лодках именно. Лена тогда серьезно станет морем именно. Вот так будет. А еще какие впечатления? Ну давайте об Якутске, наверное. Якутске, А я хотел, конечно, у меня впервые... Якутск, это Саха, это, не знаю, еще раз повторяю, это, я люблю читать истории, это исконно турецкие земли, ну, народы здесь были, туркоязычные народы здесь мигрировали, как будто я дома здесь, я здесь. То есть вы на Якутском нашли... Да, родное, конечно, родное, как будто я приехал, я пришел на родину, знаешь, даже обычаи, разговором, диалоги, я понимаю, когда я буду разговаривать именно медленно, не быстро именно, а медленно. Есть такие слова, сходство есть. А вот когда вы здороваетесь и
якутские обычаи здорового у вас как одинаково? Ну нет, мы чуть-чуть здороваемся мы по-восточному. Мы уже стали, как сказать, они сохранили свой этно. Вот что здесь, что вот разница между нами. Они сохранили свое этно. А у нас много культур, даже персов, арабов, там Европа смешались, из России тоже русские такие зашли к нам. Мы как будто по-другому. А сюда, например, Алтайский край, Алтайская республика, там тоже чувствуется. Вот сравнять Якутию с Казахстаном, они схожи. Алтайский край, республика тоже схожи. Вот. Уйгуры тоже схожи. Они сходят, это, как сказать, один корень. И так расширился вот так именно. Вот сейчас, как бы, понимаете, мне сказали, что вы в Магадан поедете, да? Да, дальше Магадан. А есть смысл такой крюк делать? Ну, у меня тоже есть такой цель, как в шественник, проехать самым сложным дорогам мира. Это вообще-то этот тракт самый сложный, самая трасса Ленина, что раньше называли трассом ада. Очень сложностью. И здесь-то показывает и характер своего народа. Знаете, тяжело, ты борешься сам с собой, сам себя познаешь с другого ракурса, знаешь. Хорошо, Тит как проехали, перевал? Тит это для меня, как сказать, это даже не равнина. Я побывал в Южном Америке 5100 метров выше уровня моря, перевал. Такие я перевалы пересекал. А с равниной Тит это... А в чем тогда сложность? Сложность, грунтовка. Населенные пункты расстояния друг от друга далеко. Медведи есть, броды есть. Вот это все сложно. На велосипеде своим физическим силам это тяжело. Нет, ну я хотел да. спросить, как одному-то? Ну, так сказали, сложность, самой именно сопки. Это все же физических сила требует. А как вы, если что случится, как вы... Ну, я оптимист. Всегда буду оптимистом. Я мнение свои даже не изменю. Что-то кто-то скажет со стороны. Я всегда настроен оптимизмом. Как сказал Цезарь, пришел, увидел и победил. Все. Ангелина, а вот когда вы встретились, что необычно для вас было? Ну, во-первых, когда мы с человеком просто познакомились, он очень увидел, он очень приятный собеседник. С ним можно поговорить на любую тему. Очень, ну, не считая того, что будем так говорить, он гостит сейчас у нас, потому что, ну, как вы сами понимаете, что у него нет спонсоров нигде, да, и мы с мужем приютили, да, он 2 дня у нас, и вот эти 2 дня мы беседуем, да, и мне, я говорю, поэтому меня очень заинтересовало, чтобы наш Якутия узнала, что в действительности у нас страны, которые с нами дружат, что вот есть люди, которые ездят, познают, приезжают, рассказывают. Интересно же. На ваш велосипед, сколько он намотал уже? Уже 58. Сколько? 58 тысяч. 58 тысяч? Да. А у него счетчик есть? Я уже об этом даже уже не смотрю, уже неинтересно даже. Я думаю уже только горизонты. Проехать, смотреть, побывать, почувствовать, вдохновиться именно. Я знаю, что вы встречались со своими языками. Конечно, здесь тоже встретился со своим. Да? Да. Как вы считаете, какой климат якутский у вас меняет людей, что они сюда приезжают? Многие же постоянно приезжают. Знаете, что скажу? Отвечу на этот вопрос. Человек и в Африке человек. Структуру человека не измените, знаешь, ну, вот это идет из корня тоже, из семьи. Если ты человек, человек не изменит. Наоборот, он прибавит. Если он человек, он прибавит еще. Он не изменится. Тогда, раз вы приехали нам рассказать об Азербайджане, расскажите, раз вы приехали. Азербайджан, это, как сказать, находится в таком... Хорошо, давайте так, находится мы, примерно понимаем, цветы такие же или нет? Нет, это, как сказать, по своему опыту, такие цветы растут
в Южной Америке, все они привозные. Из Эквадора основные. Ну мы здесь-то это выращиваем. Ну, выращивают теплицы, выращивают, а корни оттуда же. Тоже. Ну, цветы есть, конечно, если там Азербайджан. Сейчас у нас теплый край, мы не как у вас там 50 градусов мороза, нет, у нас даже есть субтропика, чай растет, лимон растет, например, Астараль, Анкаран, это наш субтропический, например, Нагорный Карабах, там Шуша, Лачин, потом Агда, здесь, как сказать, считается Нагорный Карабах. Приехать в Азербайджан, приехать. Куда приехать? Куда проехать? Сейчас скажу я. Например, вдоль Кавказа, Гадалян, Губа, Гусар, сама Баку, Нахичеван. Очень красивые места Азербайджана, очень исторические места. Стресс, переутомление, избыточный вес, Ну, например, Нахичеван, там заботься о своем здоровье, своевременно. очень древний, там есть Питайся правильно. Веди здоровье. памятники всякие такие, археологические, например, Бобустан, первобытные общины, например, бакинские территории, например, да, там Мардакян есть, вечные огни есть в Баку, которые они, их история идет даже тысячелетиями. Такие несколько... А я, например, ну хорошо история, здорово, а вот Отдохнуть в Баку, Бельгия. У нас сколько пляжей, например, я говорю, если горный рельеф интересует вас, Кусак, у нас есть зимний также, там летние есть горные курорты, А горные. если я велолюбитель, у вас есть велопрогулки? И надо точно так же, как вы, Ну, этот вопрос этот сам должен решать, сам это прийти к этому контексту именно, что вам в душе, вам как, я не говорю, что мне это нравится. Хорошо, вот сейчас многие смотрят, дайте совет, вот 32 страны. Ладно, мы опускаем вопросы с документами, мы интересуемся, какие советы вы можете дать людям, которые бы захотели действительно пешком или на велосипеде поехать. Я скажу и таким людям, всегда надо верить в себя. Даже все. Есть люди, которые, у них тоже есть друзья, которые они даже обеспечивают, но у них страх первый. Всегда что-то начать, сперва верить в себя и хотеть. Что советую? Собирай самое главное в дороге снаряжение. Без снаряжения никуда не поедете. Например, Клеите шины как? дороги. У вас свой ремкомплект. Да, все здесь есть такие, что попал сразу. Появление хронических заболеваний. Снимаю, Их употребление жиров. поменял, Продукты с низким поклеил содержанием соли. и Вместо вперед. сладостей ешь А вот это приспособление советского рода, оно организм. Гипертония уже давно как бы, или как? Нет, это не советское. сердечно-почечная Приспособление это Советского советские. нет, ничего абсолютно. Не, я имею в виду, это же Не, это пройдено это специально. практика мирового уровня. Это велосипед, как сказать, изобретение велосипеда, так сказать, стоит далеко. Я правильно понял? Сначала надо выбрать велосипед. Да, самое главное выбрать велосипед. С каком-то транспорте велосипеда. Если вам интересует дальняя езда, купить туристический. Обязательно должен быть 36 или 40 спицы, обод. Это очень важно. При нагрузке, чтобы спицы не ломались. Это очень важно. Для дальнего шествия, даже под грузом. Это очень важно. А седло? У многих Седло. же это одна из седло, хороших. не буду ничего. Нет, ну это пятая точка все-таки. Но это кожаное, особенно такие седло нужен, чтобы придержаться в дальнем расстоянии. В основном же из-за него. Кстати. Ну да, я использую еще крем, такие антисептики, такие витамины принимаю, это же тоже организм, это изнашивается. Хорошо, когда вот нас ездили по высоким горам, по нашим дорогам, какова должна быть скорость? Многие же думают, быстро проедешь и приедешь. Нет. Настоящий шестеренький, он едет за романтикой. Почувствовать, снимать, показать. Был, вот сейчас скажу, вот не доезжать Хомот, там такой мне дорога вышла тоже, да, так асфальт был прекрасный, даже фотки есть, такой именно просторы открылись для меня, я просто хотел порхать и летать, даже не хотел ехать даже. Я там 2 часа сел, сварил себе кофе, любовался этой природой, просто дышал. То есть можно все-таки
То есть совет простой, да, максимально подготовиться, Да. чтобы поездка не стала Да, обузой. да. Подготовиться, еще раз подготовиться, еще раз повторяю. Это очень важно. Опыт должен быть 36 спицев или 40. Это очень важно. Очень важно. Лина, а вот хотелось бы узнать, вот вы познакомились с вами того, что этого, как вы считаете, вообще, искусство надо развивать? Я думаю, что да. Молодежи надо это. Посмотрите, человек сколько много увидел, да? Сколько он всего познал, какие трудности. У него сильная такая стальная сила воли, да? И посмотрите, как человеку это нравится, как он рассказывает с душой. Говорит, я хотел просто порхать. Он не просто ездит, да, что это вот некоторые же едут, чтобы сделать какую-то, попасть в рекорды Гиннесса, да, там, ну, какой-то рекорд сделать, за каких-то денег, ну, материальные ценности. Этот человек ездит просто ради удовольствия и рассказывает, какие трудности можно без ничего одному предпринять. На одном велосипеде, представляете, 5 лет. 5 лет путешествия, ну это же круто, я считаю. Ну, я считаю, что мы немного завершаем наш прямой эфир. Дело в том, что как-то Якутская городская дума уже законопроект приняла. Будем развивать в нашем городе Обязательно. велодвижение. Я к чему это говорю? Нам нужны велодорожки, чтобы учить людей ездить. Конечно, еще надо знаки поставить, Знаки поставить, да? что водители знали, здесь в трассе есть велосипед. Присутствует. А что, в других странах есть такие знаки? Конечно, в Швейцарии даже туннели есть для велосипеда. Да? И весь Европа туристический маршрут есть для велосипедов. Велодороги везде. Везде есть. Дорогие друзья, с вами был турист из Азербайджана Рамиль Зиадов. Рамиль Зиадов. И я думаю, что начнем, наверное, развивать велосипедный спорт. До скорой встречи.